Да. А соляру можешь мне в бассейн залить. Да. Василич! Пускай там будет. Всё, пока. Василич! Василич, ты понимаешь, что нам хана? Через 2 дня сюда приедет Лукашенко, а у тебя ни хрена не готово! Валерыч, как это не готово? Все готово. Видите, сараи покрашенные, бордюры побеленные, крыши залатанные. Слушай, мы даже саженцы яблонь купили, ну, чтобы эту аллею высадить к 326-му приезду президента в наш СПК. Да я вам сейчас эти ваши еблони сам лично поразбиваю! Гниды вы колхозные! Что вы, район, позорите, скотины вы, недоразвитые! Сколько у тебя трезвых работников осталось, а? 4. А в штате сколько? 64. И ты мне будешь рассказывать, что у тебя все готово к приезду президента? Валерыч, ну чего ты так кипятишься? Они же за счет алкоголя и закуски, ну это же всю эту магазин весь скупают, а тем самым делают нам кассу нашему райпо. Ну, Точно? конечно. Ладно, хорошо. Что с посевной? Посевная будет. Как только пройдет Бадун, займемся посевной. Ну, сейчас все равно садить нечем. Всю же эту гроши с колхоза пошли на свадьбу дочери вашего зампреда райисполкома. Это не твое собачье дело, понял? Не суй свои свиные уши туда, где взрослые дяди. Лучше работать надо и больше работать. Тогда и деньги будут на трактора, на зарплаты и на посевную. Понял? Понял. Где-то твой, как его, Пал Палыч? Палыч? Да. Во, идет! Василич, Валерыч, давай сюда! Я нашел, мы спасены. О, он нашел, мы спасены. Что это за говно? Что это за говно? Это не говно, это камни. А, это не говно, это камни. А нахрена? А нахрена? Як нахрена? Сейчас по полю разбросаем. А, сейчас по полю разбросаем. Что вообще Что вообще в смысле? камни разбрасывают, точнее собирают по полю перед посевной. По телевизору не видели, как Лукашенко этого гродненского губернатора наклонил? За то, что в Пашмянском районе камни не убрали, а? Придурки! А потом всех отправили убирать эти камни. Так я эти камни у них и купил. Да, он у них их купил. Целых 4 прицепа. Целых 4 прицепа? Ну, 4 прицепа купил, молодец. Уж лучше мы. Это Лукашенко пускай лучше нас посадит за то, что камни не убраны с поля, чем он узнает, что мы 8 тракторов продали и это дачи себе построили. Вот так берешь, херась! Во! Как тут и было. Сардэчна вітаем вас, дарагія сябры, сяброўкі. У эфіры Хайтак ТВ. З вами, як заўсёды, ў студыі мілы цудоўны Міхась, выкшталцоны Денис і я, Кацярына, эпітэт прыдумайце самі. Недаўна Александр наш Рыгорыч паехаў у Ашмянскі раён і правёў профілактычную гутарку адносна таго, што на палях вельмі шмат камянёў. А там каранік? Ну так, там шмат каго. І вось пасля гэтага ўсе ўзбудзіліся і на прыборку гэтых камянёў сагналі ўсіх розных, не толькі там аграрыяў, але і супрацоўнікаў заводаў. Я проста хачу, па-першае, паказаць вам відос, ну, вы яго, напэўна, бачылі, як гэта ўсё знята, як яно смачна, як яно прыгожа. Там і з дрона, там і з зямлі, там і так. Я уяўляю, як аператары проста туды-сюды бегалі і дроны запускалі. Ну, класна, вельмі класна. Вы наступным разам можете цэлае кіно зняць пра то, як прыбіраюць камяні. А яшчэ хачу зачытаць, як у газеце адной гэта ўсё пракаментавалі. На уборку камней с полей района вышли не только аграрии. На помощь к ним в лучших традициях талаки поспешили работники промышленных предприятий и социальной сферы, учащиеся аграрно-экономичного колледжа и даже армейских подразделений. Работы по сбору камней в ведомстве планируют завершить к 20 апреля. И весь каменный урожай решили использовать при возведении фундаментов на стройках региона. Ну не, передать в детский дом, как обычно это водится. Собрали с полей что-то, ну это в детский дом. И кожный под особный рахунок подвесить. Эпоха Лукашенко будет называться каменный век. У нас же цудоўная навіна. Нарэшце беларуска палетела такі, не з першай спробы, але палетела ў космас. Марына Васілеўская адзначылася, выйшла ў эфір прам з космаса, вось такім вот чырвона-зялёным сцягам на ўсе грудзі, з начосам ад невесомасці. Мне падаецца, што это вот неяк так звыше снізашло. Адразу бачна, што беларуска, нашая жанчына. Яна падзякавала,
і каму, ну, не Богу ж, канешне, яна падзякавала Александру Егоровичу и сказала прям у космосе падчас трансляции, что проект состоялся благодаря личному участию президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко. Я постоянно чувствую заботу и поддержку главы государства, и это мне очень помогает в космических полетах. Александр Григорьевич, вот этими руками, вот эту вот ракету, отжигай, Александр Григорьевич. Сам с Шомполом факелом задвигал. бежит, как в «Безумном Максе». А сверху на ракете сидят пиндусы из пулемета, валят на свои груди вперед. Вот мы смеемся, она нават у космосе адчувае ягоную падтрымку. Як далёка яна Я распаўсюджваецца. вам расскажу. Ну, я тоже радуюсь, что белоруска в космосе, ну, хорошая, да? Там говорили, что мы впереди планеты всей, что мы сейчас космическая держава. На самом деле, ребята, уже у 50 стран есть космонавты. То есть мы где-то там в очереди плетемся, так что ничего в этом, опять-таки, выдающегося нет. Далее, мне же интересно было узнать, что такое белорусская космонавтка? Что такое белорусский космонавт? Вот смотрите, таблица. Олег Новицкий, командир. Трейси Колдвелл Дайсон, борт-инженер. Марина Василевская, участник космического полета. Я посмотрел, что же такое значит участник космического полета. Участник космического полета. Да, я здогадаюсь. Это Участник кшталту космического полета это. космичный турист? Это космический турист. Это всего лишь космический турист, которого вот так посадили в ракету, сказали: ничего не трогай. Ничего, вот иллюминатор, вот тебе телефон, делай селфи, ничего не трогай. Чем занимается наша космонавтка там? Она занимается какими-то молочно-кислыми бактериями и Йогурты что-то, ну что-то никто Производит так йогурты. толком и не смог объяснить, чем белорусская космонавтка занимается на МКС, чем она занимается все эти 12 дней. Более того, даже вот посмотрите, в Википедии, да, значится, Марина Витальевна Василевская полетела в космос в качестве участника космического полета в составе основного экипажа. И проходит по категории 12-суточной космической экспедиции посещения. Ой-ой-ой. Экскурсии. Ну, Ребят, ну галоўнае ж не вы- перамога, галоўнае удзел. Все нормально. Бачили, у якім я на костюме? Такі вось прапагандыст Стылявы. яшчэ адзін. Воскресенскі сказаў, што яе строй каштаваў 880 тысяч беларускіх рублёў. Гэта 5 аднапакаёвак. Але, зараз цитата. Но это событие, то бок у космоса полет, такого же ряда, как Олимпиады, концерты, культурные форумы. Это то, что позволяет государству стать цивилизованным и войти в клуб великих держав. Нет, это так не працует. Цивилизованным мы не стали, потому что купили костюм. Но зато и с отливом. Что там за отлив, куды он там сток, я не ведаю ідзе. До речі, слово, яке Лукашенко сказав, коли стартовал это корабль, он сказал так: стартовали. Самое любимое мое зрелище. Красавица-ракета. И радуется вместе с нами. Мы действительно стали космической державой. И далее. Мы потихоньку лапти сбрасываем и надеваем нормальную обувь, чтобы никогда про вас не говорили после меня, что вы лаптежники. Боже! Нарешті. А давайте тогда Збрасуємо лапті в да, може, космосі. під столом він збрасував лапті. Як ось сустрэча адбылася Лукашэнкі з гэтымі касманаўтамі, як они не ведалі стаць ці сесці. Давайте паглядзім гэта відэа. Я так понимаю, Олег, вы зарядку делаете еще, да? Мы просто как порядочные, уважающие люди президентов стали. Ну, понятно. Но у нас несколько раз показали, что вы встали, сели, так я подумал, что вы еще не вышли из зарядки. Мы просто с утра ждем этой встречи. Засиделись. Они, получается, и взлетали точно так же. Может быть, Взлетаем, полетели. Нет. Сидим, что? А вот теперь можно? Нет. Выше ноги от земли. Чурики, я в домике. Опять-таки, как гражданин Лукашенко напутствовал Василевскую перед полетом на МКС. Случилось это 21 марта. Лукашенко сказал, что особо
там не напрягайся с экспериментами. Не надо. Пусть эти лохи, америкос и россияки, они там будут... А ты такая, сиди, ты такая, Где тут бактерии? Я, может быть, не про то и думаю, Подожди, але... дальше особо не напрягайся с экспериментами. Лукашенко сказал, что программу космонавтки Василевской могут доделать и на Земле. А на что летать тогда? Ну, это не питание. А какие эксперименты? Не напрягаться с экспериментами. Не вас здесь вернешься, И, может быть, я просто вельми сапсаваная. Вернешься здесь, все наши Все эксперименты сделаны с тобой здесь. Это как, там же... Ничего, мы это на батуте подбросим, пока летит, там в колбочке замешал что-то. Опа, парам-парам-пам, и эксперименты. Пум. Бесчеловечная атака адбываецца на аўтара песні «Любимую не даюць» Алейнікова. Вось ён паскардзіўся, што яго суседзі вельмі гучна ўключаюць музыку, не даюць яму паспаць. Дык мала таго, што музыку. Ладно, музыку. Яны ўключаюць яго песні. Оу, вот это подстава, конечно. Гэта як вытрываць чалавеку такое? Слухаць вось гэтыя песні, гэта ж немагчыма. А пойти ж не можешь сказать, выключите это? Говно, да? Не можешь, а мы можем. Выключить это говно. Не мешайте Алейнікову спаць, правда? Але я думаю, што нешта не тое. Я зразумеў, што гэта за сітуацыя з Алейнікавым. Гэта вучэнне. Чаму? Да гэтага другая навіна. Што ў Беларусі беларускія вайскоўцы правадзілі вучэнні па акустычнай спецыяльная акустычная установка, якая дэматывуе ворага. Дык я думаю, што гэта былі вучэнні. І з гэтай акустычнай установкі любімую не даюць. Гэта ж чалавек не можа вытрымаць. Я просто блізка неяк паставіў. Ну так супала. Так, просто будзе вораг бегчы. Я буду бяжаць ад гэтай песні. Я шчыра кажу. В слезах. В слезах. Еще гэта паніка будзе. Любой трек ауры, гэта все гэтыя дроны, ракеты, не, вот ауды, войска НАТО только ступили за границу Беларуси. Магнитофон таки. Ставят такой... Зараз я перемотаю. Оп, любимую, и только вот это первые аккорды, бам, все, у натовцев сопли, слезы, они, у них тремор начинается, у них пружинки, дым из ушей. Это же была такая зброя, коричневая нота, рассказывали. Может, ведаете, да? Миша, это миф. Давай. Ну, я ведаю, что это миф, але ў Беларусі гэта можа быць не не миф. Але ў песні любимую не даюць, гэта коричневая нота ёсць. Там все ноты коричневые, Миша, там все ноты коричневые. 50 оттенков коричневого. Да, дорогая, на море поедем. Нет, в этот раз не на Баренцево. Я же помню, как ты с пневмонией после этого лежала. На Сейшелы поедем. Да, целую тебя. Целую мои инфузории в туфельку. Всем лежать! Работает инспекция по делам несовершеннолетних Заславского РУВД! Фух. Что вы творите? Можно было просто зайти. Извините, это по привычке, я просто раньше в ОМОНе работал. А сейчас чего не работаете? А там долгая история, как-то в душе мыло уронил. Короче, неважно. Ну что, доигрались вы, Валентин Сидорович? Если что, Майбах возле школы не мой. Я не понимаю, о чем вы. А, ничего страшного, не важно. Вы по какому вопросу? Я по поводу вашего ученика Васи Дубком. Разбил 16 окон по всему городу, избил всех одноклассников, включая девочек, замучил до смерти собаку, сломал головой кусок бетонного забора. Что это такое? Это кошмар. Вы знаете, я 11 лет вот это терплю. Я уже надеюсь, что через 2 месяца он закончит школу, поступит куда-нибудь, и я забуду об этом, как страшный сон. Страшные сны, Валентин Сидорович, вам будут сниться в колонии, в которую вы поедете за халатное выполнение своих воспитательных обязанностей. Как я могу исправить ситуацию, товарищ инспектор? Хотите, я его на 2-й год оставлю? Но он же все равно будет творить эти ужасные вещи. Не-не-не, на 2-й год не надо. Вы должны поставить ему максимально низкие оценки за год, чтобы он никуда не поступил. Пожалуйста, пожалуйста, нам даже занижать ничего не придется. Только зачем им это? Ну, как это зачем? Насилие и отсутствие интеллекта – это 3 кита
на которых держится наша система МВД. Такие кадры у нас на вес золота. Хорошо. Я вас понял. А еще поставьте ему побольше уроков физкультуры в расписание. Я запишу физкультуру. Простите, а где у вас тут ближайший бар? Спасибо. Недаўна адбылося пашыранае паседжанне прэзідыума Савета Рэспублікі. Чамусьці яно адбылося ў Свята-Елісаветинскім манастыры. Ну, ладно. Ну, а где окей, же да, проводить? Ледовый палац, Свято-Елісаветинскі манастыр, палац Рэспублікі, неважна. І там выступаў наш цяперашні міністр культуры Анатоль Маркевіч. І ён расказаў пра каштоўнасці і пра тых, хто замінае гэтыя каштоўнасці ўпітываць у сябе. І я просто хочу зачытаць ягоную цытату. Про 2020 год. Весь этот духовный яд вливался в сознание молодежи с помощью различных арт-проектов, галерей, культурных пространств, которые финансировались псевдомеценатами и западными фондами. Часть молодежи поддалась этому разрушительному влиянию и стала бездумным, но опасным по своей разрушительной силе оружием в руках иностранных кукловодов. То бок, нормальные люди что робят? Курят за гаражами, я не ведаю. Пьют в подворотнях. Да. С горла. И вот это наш пласт культуры, а мы со своими вот эти вот арт-галереями, вот это не вот понимаем. Да. что выставки, пленеры, вот это спектакли. с Мольбертом на пленер. Ребята, да вы что, белорусы, совсем... Купаловский театр. Ой. Что может происходить в Купаловском театре? Вот что? Спектакль. Спектакль может, что логично. Шикарно, Банально, Катерина. Бал какой-нибудь, выставка может, концерт проходить в Купаловском театре. Нет. В Купаловском театре отметили 30 лучших работников предприятия «Беллифт». Съел, дай ему саечку. Вот. А тебе там няма, напевно, зайздросціш. Вось ліфты — это белорусская культурная простора. Там столько всего можно написать. Что бы нам сделать с Купалом? Слушайте, давайте, может, спектакль какой-то, там, Шекспира поставим, Купалу, может быть... Не, ребят, неинтересно было. Концерт какой-нибудь. Ближе, нет. Беллифтмаш наградим. Акрамя гэтага, ўсё ж таки нарэшце у Купалаўскім тэатры адбудзецца прэм'ера па беларускамоўным творы, па беларускім творы. Таму што да гэтага ставілі вось гэтыя 4 гады нешта такое. Российские пьесы. А сейчас на белорусском языке будет? А там же русские... Там русские акторы. Можа, з гэтым звязана каментар рэжысёра. Што ён казаў? Вядома, мы не прызвычаіліся гаварыць на такой мове. Калі чыталі, узнікалі складанасці з разуменнем таго, што гаворыцца ў п'есе, але мы ўсё расшыфравалі. У нас быў педагог. У нацыянальным тэатры імя Янкі Купала нарэшце расшыфравалі беларускую мову. Гэта ж свята. Это энигма, ведаеце, як вот падчас другой сусветнай вайны яны з такімі навушнікамі, напэўна, сидзелі, і гэтыя коды... У меня яшчэ одна навіна, датычная Свята-Елісаветинскага манастыра. Любіш ты его, любіш? Абажаю, цудоўнае месца, вельмі натхняльнае. У яго ёсць настаятель, Лемешонак. І ён праводзіць штоаўторак так званыя аўторкі з бацюшкам. Вторник с батюшкой. Сегодня у меня вторник с батюшкой. У нас есть батька и батюшка. Да. Вось. І падчас аднаго з гэтых аўторкаў велася відэазапіс, і на гэтым відэазапісе, які выклалі ў сеціве, Лемешонак расказвае пра тое, што адзін з супрацоўнікаў манастыра пайшоў на СВО. І ён быў такі натхнёны, казаў, што все будзе класна, калі я памру, то няхай мяне адпяюць. І нечакана ён прыйшоў да Лемешонак, да нейкай такой дзіўнай трошки морали. Конечно же, трагедий много и всего прочего. Но эти трагедии тоже, опять же, надо же кому-то пополнять царство небесное мучеников. Вот они и пополняют. Офигенная мотивационная беседа. Во-первых, у меня сразу же вопрос. Если пополнять армию небесную, куда делись те, которые уже там были?
Там есть какой-то лимит. Ранжир, лимит. Лимит, что-то. Это мобилизация. Кто царство небесным мучеником? Я! Ты рядовой, а вот ты полковник. Классно, классно. Хорошая мотивация. Вот она была бы вельмі дарэчнай стагоддзі 12-м, напрыклад. Ну там «Пополним царствие небесное с нами Бог». И такие с крестами к Да, Иерусалиму. А зараз, мне падаецца, яна трошкі састарэла. Можа быць, варта пашукаць нейкія іншыя хады, фармулёўкі, так, хаця бы фармулёўкі. Пойдешь на СВО? А что мне за это будет? Денег дадите? Нет. Жилплощадью обеспечите? Нет. Семью мою обеспечите? Нет. Так а что я за это получу? Пополнишь. Ряды мучеников. Царствие небесное. Царствие небесное. Ну, что ж ты? тады ва ўсялякім выпадку, можа быць, проста трэба больш дакладна акрэсліць, якім чынам ён папоўніць, у рангу якім, воінскае званне, якое яго И будзе. не забывать про волооких гурий из садов Аллаха нашего. Ну так, чтобы было все. Был ты тут рядовой, а там, там всё, подполковник и да. гурий. Ну, нормально, тады можна і схадзіць, чаму бы не. Давай, Саня, давай! Что ты как Мария Василевич в сауне после Мисс Беларусь? Сопротивляйся! Давай, пошел! Молодец! Молодец, Санечка, молодец! Давай, давай, поднимайся, не будь как белорусский ОВП! Давай, поднимайся, пошел, пошел, пошел! И не падать, не падать! Хорошо! Давай. Держись, Саня! Держись! Молодец! Молодец, Санечка, молодец! Ну не будь как белорусский хоккеист, который играет против Лукашенко! Херач его! Херач, Саня! Пошел! Пошел! Хорошо! Давай! Давай, Санечка, давай, давай! Не можешь затянуться рукой! Представь, что ты озаренок! И забрыжи его слюной! Просто залей его с ног до головы ненавистью и матом! Давай, Санечка, давай! Ползи сюда! Санечка, ползи! Ползи, ползи! Молодец, мужик! Красавец! Красавец, молодец! Хорошо! Хорошо, отлично! В следующем раунде ты ему наваляешь! Санечка, просто обозлись! Обозлись! Как будто Бондарева увидела вывеску на белорусском, и ей не дают ее снять. Санечка! А плюс ко всему еще отхлестали ее по морде букетом из васильков. Давай, Санечка, давай! Тренер, я больше не могу! Я прошу вас, выкиньте белое полотенце! Что? Я тебе выкину, Санечка, ты спортсмен! Ты спортсмен, соберись! Соберись, Саня, давай! Я не могу, тренер! Я не понимаю, зачем вы учите меня боксу, если я прыгун на батуте? Санечка, а ты хочешь в Париж, а? Тебя допустили на Олимпиаду, хочешь? Ты видел, какие очереди на границе и какие там драки в этих очередях? Санечка, без бокса твои ножки засунут тебя в жопку! И все, и не будет твоих прыжков на батуте Парижа. Понял? Давай, соберись, тряпка! Пошел! Я вам хочу показаць адное відэа. Давай. Мне падаецца, яно нават не патрабуе такіх ужо каментароў, але это прыгожа, як мінімум. Техники, которая техника позволит провести вот эту весеннюю кампанию в оптимальные сроки. Вот. И главное сегодня качество, выполнить работу. Это ўсё чавусы. Ёсць такое мястэчка на тэрыторыі Беларусі, у чавусах правялі абрад засеўкі, сейбіты. Там яшчэ потым гэтыя чыноўнікі ў вышыванках прайшлі, вот так вот пасеялі штосьці, потым яны падкідывалі зямлю ўгару, все это у мяне ёсць, все задакументавана. Я вот постоянно, ведаеце, здзіўляюся падобным відосам. У той час, калі ў Еўропе сельская гаспадарка это нармальная галіна развіцця краіны. Там ніхто не робіць з гэтага помпы, пасеялі, пажалі, экспартавалі. Гэта нормально. У нас заўсёды нейкае такое мега-свята. Ну і ладно, мега-свята, ёлы-палы.
правесці яго ў полі і свежаўзараную глебу просто замасціць дываном, на дыван паставіць чыноўнікам, а побач яшчэ сядзіць гукарэжысёр. Вот пасярод гэтых гурбаў у зямлі з кампом. Это вот, файна, класна. Гэта брат. А брат. Это праздник первого зерна. Да, гэта як бы на ахвяру Прыносіць. прыносіць гэта чыноўнік. Можа, хутка так і будзе. Ахвяру ён прыносіць што? Свой камфорт? Сябе. Прыгожа. Можа быць, нам варта павучыцца і наступны выпуск на пленеры, напрыклад, зрабіць. І на гэтай весёлай ноце мы з вами развітваемся. Пішыце, калі ласка, каментары, стаўце нам падабайкі, мы будзем за гэта вельмі удзячныя. Усяго добрага.